iese hüge de aici, loc mic cât mușar să iugă de nici păr, mâdân codaci la slosra, stavă sranje te jeraž vltar. Jogit vjerne, vjerne pjevnice, Krista šete, Krista šace se, özje spomte, razvikava neku tam češ, ja se tave snavi. Jogit vjerne,
потанчила ми помтек, кывасны тае сыпали. Иисус Отца нашел Юный верме пемыце, Христа щете, Христе щецеце, без яспомте, ради таванбе, потанчище сетава с нами. З'єнищіще сигиджи деіче, лок мікет мушар се юги денічми, виден подачила сласра, стави сряє теєреш вивтон. Ювид вірне пемице, Христа щете, Христе щецеце, без яспомте, раді таванбе, потанчище сетава с нами. Орним юги диває дестача, повтемлом факел я скипи дивача, є на жеміє піштракла лаві, коміму кужа вошла лаві. Начальнику хора, учения, сынов Кореевых. Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже. Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому, когда приду и явлюсь пред лицо Божие. Слезы мои были для меня хлебом день и ночь, когда говорили мне всякий день: где Бог Твой? Вспоминая об этом, изливаю душу мою, потому что я ходил в многолюдстве, вступал с ними в Дом Божий с гласом радости и славословия празднующего сонма. Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего. Унывает во мне душа моя, посему я воспоминаю о Тебе с земли Иорданской, с Ермона, с горы Цаар. Бездна бездну призывает голосом водопадом Твоих. Все воды Твои и волны Твои прошли надо мною. Днем явит Господь милость свою, и ночью песнь Ему у меня. Молитва к Богу жизни моей. Скажу Богу, заступнику моему: для чего Ты забыл меня? Для чего я, сетуя, хожу от оскорблений врага? Как бы поражая кости мои, ругаются надо мною враги мои, когда говорят мне всякий день: где Бог твой? Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего. Поэтому призываю всех нас сегодня славить Бога, не смущаться и не говорить: а где сегодня Бог? Почему Он бездействует? Потому что мы не знаем намерения Господа. И это не значит, что Господь сегодня бездействует. И не будем обращать, как к Давиду обращались: где Бог твой? Такое испытание, оно может, каждый из нас может с этим столкнуться, когда каждый задается этим вопросом: где Господь сегодня в моей жизни? Господь рядом. И Господь всякого верующего не оставит и проведет через все испытания на этой земле, через все, что нам должно пройти, через те пути и дороги, которыми Господь приготовил нам пройти. Важно, чтобы в каждый момент своей жизни мы осознавали свою сопричастность ко Христу. И тогда Господь будет направлять нас. Помолимся, благословим сегодняшнее собрание, помолимся за Данила Васильевича. Он сегодня поехал в Визингу, в Йолдино, в поместной церкви для того, чтобы проводить там общение. Помолимся за церкви, за республику
за Россию помолимся о том, чтобы она была в руках Божьих, о том, чтобы Господь направлял нашу страну, направлял нашу церковь и нас. Господь, Отец Небесный, спасибо Тебе за этот воскресный день, Господь, за собрание, когда Ты даешь каждому из нас находиться на этом месте. И мы пришли сюда, Господь, как написано в Писании, лань желает пить. И, Господь, мы также желаем сегодня прийти к Тебе для того, чтобы познать Твою волю, Господь, познать Твое Слово, потому что, Господь, мы веруем в Тебя, Господи. Мы ходим по этой земле, живем с надеждой, Господь, в Твое Слово и упованием на Твое подкрепление, на Твои силы, Господи. Спасибо Тебе за то, что Ты верен своим словам и не оставляешь нас, Господь, ни на один день. Мы благодарим Тебя за то, что Ты однажды, Господь, открыл для нас Слово Свое, Господь. И не сказать, чтобы полностью мы сегодня все понимаем, Господь, но мы стремимся следовать за Тобою и познавать Твою волю, Господь. Открой наши сердца, благослови, чтобы мы разумели, Господь, Слово Твое, мы разумели Слово Твое, желание, Господь, которое Ты желаешь дать в наши сердца, Господь. Будь в нас, Отец Небесный, мы нуждаемся, Господь. Помоги нам, Господь, не быть сомневающимися для того, чтобы вопрошать, где Бог Твой, не обращать внимания на эти возгласы, возможно, которые со стороны сегодня присутствуют в жизни чьей-то, Господь, но о том, чтобы мы были тверды в Слове Твоем, Господь, и в истине, которой Ты нас призвал, Господь. Благослови сегодняшнее собрание проповедующего, Господь, благослови брата Юру, благослови, Господь, все церкви, которые сегодня, сейчас собрались для того, чтобы прославить Тебя, поклониться Тебе, Господь, от сердца, Господь, принести дар хвалы, Господь, своими песнопениями, Господь, своими молитвами, Господь, прошениями за те нужды, которые сегодня мы испытываем в своей жизни, Господь, и мы с молитвой, Господь, приносим их к Тебе, Господь, те нужды, которые сегодня есть в нашей жизни, Господь. Молимся о болящих, Господь, об исцелении Твоем, Господь, о том, чтобы приходило выздоровление, Господь. Молимся о тех, кто сегодня духовно слаб или немощен, Господь, о том, кто нуждается в Твоем утешении, Господь. И написано, что Дух Святой, Ты утешитель, Господь, Ты утешаешь. Это мы иногда бываем черствы, Господь, жестокосердны, Господь, потому что вместо утешения, Господь, порой проявляем осуждение, Господи. Но Ты пришел, Господь, не для того, чтобы судить, но для того, чтобы дать возможность прийти к покаянию, Господь. И мы призываем, Господь, пусть сегодня будет покаяние в сердцах людей, Господь. Пусть сегодня будет, Господь, силы для того, чтобы укрепляться в вере в Тебе, Господь, в пути. Открой, Господь, двери для многих людей, Господь. Молимся о республике, о стране нашей, Господь, о мире, о том, чтобы, Господь, люди, они, Господь, жили во свете Твоем, Господь, Отец Небесный, о том, чтобы мы не творили всякие беззакония, Господь, но чтобы мы искали мира, Господь, и мира Божьего в своих сердцах. Благослови наше собрание, Господь, группу прославления во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Поэтому будем прославлять Бога, будем открывать свои сердца. Лень, здравствуйте, дорогая церковь. Давайте все встанем на свои ноги и будем прославлять Бога, нашего Отца, Спасителя нашего. Сотворивший меня похожим на себя. У меня есть Бог, который может все, везде и всегда. Он любит радовать меня, Он любит удивлять меня, Он любит каждый день все новое творить. Он любит всех людей, Он любит и тебя, Он разрешает делать все, но кроме греха. Наш Бог благ и милостив, наш Бог всемогущий. Господь творит все, что хочет на небе и на земле. Наш Бог благ и милостив, наш Бог всемогущий.
кроме греха. Наш Бог благ и милостив, наш Бог всемогущий, всемогущий Бог. Господь творит все, что хочет на небе и на земле. Наш Бог благ и милостив, наш Бог всемогущий, всемогущий Бог. Господь творит все, что хочет на небе и на земле. Наш Бог благ и милостив, наш Бог всемогущий, всемогущий Бог. Господь творит все, что хочет на небе и на земле. Наш Бог благ и милостив, наш Бог всемогущий, всемогущий Бог. Господь творит все, что хочет на небе и на земле. Еще раз наш Бог благ и милостив, наш Бог всемогущий. Господь творит все, что хочет на небе и на земле. Еще раз. Наш Бог благ и милостив, наш Бог всемогущий. Господь творит все, что хочет на небе и на земле. Творит, что хочет на небе и на земле. Творит, что хочет на небе и на земле. Lânyolam, станнедли, лидям Євангелія Лукашань, даской мед юриш, дасед юрвищань. Шой чан луна, Исус веле де синагогаен. Сені вели мышкырчем вешкачин верметамань. Даска кьямы свочеш, пежловкутам ас естая вишем нас. Исус аджисанес, корысиес, дашуес. Аней, те мездмен вишемшид. Исус пуктылыс кисань вила, ис е джикпыр, вешкачис, да пондис ошканы енмес. Шой чан луна вишишес бурдадамы скырма де синагогаса юралышес. Се шуис езысли. Вежа нас квайтлун четама уджанны. Секи локтай бурдачинете. Айна шой чан луна. Господь воча шуис. Кукба нашаньга. Шой чан луна она май ражлей, ляшни дорыш, ыш ошелнете, да она май нуадлей нас юктамны. Врамлиш та нывса, сытана кырталымен кутыс даска кьямыс вочеш. Эзе май кол мезденес я шой чан луна. Исуслан кывьясыш, яналысны сылы панед мунышьяс. А Йозус, мыдары ним кодяшисны, сылан чуймедана уджьясыш. Аминь. Ты возвал я Господу, Он услышал, спас меня. Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на себя. Из темноты возвал я Господу, Он услышал, спас меня. Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на себя. Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Этот день сотворил Господь, радуйся и веселись. Ты мой Бог, буду славить Тебя, буду Тебя превозносить. Этот день сотворил Господь, радуйся и веселись. Ты мой Бог, буду славить Тебя, буду Тебя превозносить. Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Славьте Господа, ибо
милость Его. Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Вовек милость Божья. Слава Тебе, Господь. Бурасов. Прочтем небольшой отрывочек из второго послания Тимофею. Итак, не стыдитесь свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, не меня, узника Его, но страдай с благовестием Христовым силою Бога, спасшего нас и призвавшего званием святым. Не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, данной нам во Иисусе Христе, прежде вековых времен. Открывшийся же явлением Спасителя нашего Иисуса Христа, разрушившего смерть и явившего жизнь и нетление через благовестие, для которого я поставлен проповедником и апостолом и учителем язычников. По сей причине я и страдаю так, но не стыжусь, ибо я знаю, в кого уверовал, и уверен, что он силен сохранить залог мой на оный день. Держись образца здравого учения, который ты слышал от меня, с верою и любовью во Христе Иисусе. Храни добрый залог Духом Святым, живущим в нас. Ты знаешь, что все осийские оставили меня, в числе их Фигел и Ермоген. Да даст Господь милость тому Анисифора за то, что он многократно покоил меня и не стыдился уз моих, но, быв в Риме, с великим тщанием искал меня и нашел. Да даст ему Господь обрести милость у Господа в оный день. А сколько он служил мне в Ефесе, ты лучше знаешь. Аминь. Слава Господу, что Господь любит нас. Он любит и коми народ, любит коми язык. Я думаю, что сегодня Дух Святой будет петь на коми языке, тоже вместе с нами. Господь любит все языки, все народы. Но так как мы здесь на коми земле, сегодня Господь будет проявлять свою любовь к коми народу. И будем петь великие чудные дела Твои на коми и на русском языке. Wszędzie dana te nadwieczem uczasy, вынаричит єнме. Вещь, кидеш да збилеш те над туяси, вежаю бит єнме. Полементе в очі, но лиш що ж касте
ще на те надвечі мучаси, вина jen mei, veškai deždas bailište na tu jasi, veža jugid jen mei. Polemente vođino ličoška stene, ete jen mei veža jen. Твой дырде воже кобыр час, это мы вежаем. Вежа, вежа, мы ты вежа, мы ты вежа, вежа. Здравствуйте, дорогая церковь. Людям Римляна 8, 29-39. Так. Всички, кod jas jenmis vodjašis ne tõdis, näies ilõšedis loone aslas piikoden. Medim piis völi medvodja čužušen, una vok pövsten. Kod jasas sie vodjašenis lõšedis, näies koris, kod jasas koris, näies võtšis vešküden. Kod jasas võtšis vešküden, näies mičmedis aslas dzirdlunen. Мыйте тавылы шуам. Енмеска миян дор, коды миян лыпанет. От енмес ашшис писе эс жалет, и щет из сие ставным высна. Сыкат чыч и озон омой щет миян ли став мукат торса. Коды вермас мыжавны енлыш буря мясца. Сымен енмес, но сие шуа миянас вешкеден. Коды вермас мыждыны наес. Сымен Христос, но сие кулыс ловжис да ыны ен вешкедландорын кевмише миян высна. Мый вермас торьедны мияныс ен лан муслыныш. Гашка шог, дескедем, вытлем, гашка чугьялем, кым паштек колем, гашка не минуча суам, шипуртуш кулем гижема. Те высна быдлун миянас виены, людяны начкыны даште мужьясан. Но ставтая шөкедлун дурьес, миян радейтыш, щетет миянлы түрвиен вермем. Метода, куламыз не оламыз, ангельяс не ен жвыв, юралыш яс да вын яс нин локтасны. Буддаыз не суттаыз, не кучам вычем тор озверми торьедны миянас, ен муслыныш, миян воштем миянлы Иисус Христос Господнем пыр. Аминь. А сейчас принесем наши огромные сбережения для блага церкви. Я, конечно, сказал это все в шутку. Кто сколько сможет, пожалуйста.
Святой, Твоя милость велика, Твоя правда высока, Твоя сильная рука нас ведет издалека. Дух Святой, дорогой, драгоценный Дух Святой, наполняй сердца славою Отца. Дух Святой, дорогой, драгоценный Дух Святой, наполняй и веди за собой. Как глубока Твоя любовь и прощение наш покров. Ты наш свет и наш покой, упование, Бог Святой. Твоя милость велика, Твоя правда высока, Твоя сильная рука нас ведет издалека. Дух Святой, дорогой, драгоценный Дух Святой, наполняй сердца славою Отца. Дух Святой, дорогой, драгоценный Дух Святой, освящай и веди за собой. Дух Святой, дорогой, драгоценный Дух Святой, наполняй сердца славою Отца. Дух Святой, дорогой, драгоценный Дух Святой, освящай и веди за собой. Освящай и веди за собой. Освящай и веди за собой. Да благословим финансы, потому что в Слове Божьем написано о том, что собирайте на небесах, где нету моли, ржавчины. Поэтому сбережения на небесах у Господа, они лучше, чем сбережения в каком-то коммерческом банке, потому что этот банк никогда не предложит тебе какую-то адекватную ставку в соответствии с тем трудом, с которым ты заработал. Но поблагодарим Бога за то, что у нас есть способности сегодня зарабатывать деньги теми талантами, теми дарованиями, которые у каждого из нас есть. Господь, Отец Небесный, мы приносим к Тебе эти финансы, Господь, и почитаем Твое имя, Господь, Твое Царство Божие, от своих доходов, Господь, каждый по расположению своего сердца, сколько считает для себя нужным, мы приносим, Господь, и жертвуем для того, чтобы в церкви Твоей был достаток, Господь, в том, чтобы было обеспечение в доме Твоем, Господь. И хотим поблагодарить Тебя за то, что Ты даешь нам сегодня возможность, Господь, зарабатывать деньги, Ты обеспечиваешь нас, Господь, и не оставляешь в нужде, Господь, но покрываешь многие из наших расходов, Господь. Мы благодарим Тебя, Господь, и превозносим, и благодарим Тебя, пусть эти финансы, Господь, они будут потрачены на Твое, Господь, служение, на Твое Царство, Господь, на этой земле, Господь, на нужды Церкви, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Дорогие дети, просим вместе с нами прославить Господа. Спасибо, что вы уже здесь, все ждете. Смотрите на экран и пойте вместе с нами.
Похож на дерево я при потоках вод. Верю я в Бога, Он мне силу даст. Похож на дерево я при потоках вод. Я надеюсь на Господа. Похож на дерево я при потоках вод. Верю я в Бога, Он мне силу даст. Похож на дерево я при потоках вод. Я надеюсь на Господа. Чем корни глубже, плоды зреют лучше, что благословение видели все. Чем корни глубже, всем видно лучше, что наш Господь Иисус Христос. Похож на дерево я при потоках вод. Верю я в Бога, Он мне силу даст. Похож на дерево я при потоках вод. Я надеюсь на Господа. Похож на дерево я при потоках вод. Верю я в Бога, Он мне силу даст. Похож на дерево я при потоках вод. Я надеюсь на Господа. Чем корни глубже, плоды зреют лучше, что благословение видели все. Чем корни глубже, всем видно лучше, что наш Господь Иисус Христос. Похож на дерево я при потоках вод. Верю я в Бога, Он мне силу даст. Похож на дерево я при потоках вод. Я надеюсь на Господа. Еще раз. Похож на дерево я при потоках вод. Верю я в Бога, Он мне силу даст. Похож на дерево я при потоках вод. Я надеюсь на Господа. Я надеюсь на Господа. Еще раз. Я надеюсь на Господа. Скажите, дети, пожалуйста, какие вы знаете деревья? Сейчас урок биологии. Осина, пихта, береза, дуб, вот, Марик, лиственница, яблоня, баобаб. Молодцы, знаете деревья. Ну, просто вы какое дерево-то представляете себе, когда поете эту песню? Дуб, Веня, баобаб. Ну, по тебе и заметно, ты стоишь ровно. А в лесу были? Видели сухие деревья? Как выглядят сухие деревья? На них листьев нет, коры нет, ничего на них нет. Птицы не садятся, дятлы их не долбят, не стучат по стволам, потому что жизни нет. Поэтому это урок о том, что если хотите быть пихтой, лиственницей, осиной, приходите к Богу, чтобы не быть сухостоем. Поэтому у кого есть что рассказать? Стих, молитва, пожалуйста, приходите сюда. Ну, давай, иди сюда, Марик. Ну, подходи, Марик. Дорогой Небесный Отец, спасибо за этот день, спасибо за наши за всех семьи. Сделай так, чтобы все любили друг друга. Спасибо за это ту церковь, за эту воскресную школу. Спасибо, что скоро Рождество. Сделай так, чтобы мы любили всех. Аминь. Аминь. Кто еще? Стих, молитва. Даша. В усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите. Римлянам 12:11. Молодец. Все, давайте помолимся тогда за наших детей. Господь, благослови детишек наших, благословляем Твоим именем, Господи,
каждую жизнь, которая начинается, Господь, на этой земле. Просим Твоего благословения, Твоей защиты, охраны, Господь, в школе, в садиках, Господь, о том, чтобы Ты уберегал, Господь, от всяких травм, от всяких ушибов, о том, чтобы они были хорошими друзьями, чтобы они не были ябедами, чтобы они не мешали учителям вести уроки, внимательно слушали, получали 5, 2 исправляли, помогали родителям мыть посуду, выносить мусор, пылесосить, подметать, чтобы, Господи, они были такими хорошими детьми. Благослови их. И даже если они не будут такими, помоги нам, родителям, их любить, ценить, уважать и делать все за них. Аминь. Все, проходите, пожалуйста, на воскресную школу. Давайте, если есть молитвенные нужды, принесите, пожалуйста, помолимся. А какие знаете деревья вы? Какое? Да. Тут прям сегодня письма. Здравствуйте, дорогая церковь, братья и сестры. Хочу сказать большое спасибо за то, что молитесь за нашу семью. Пусть Господь хранит ваши семьи. Сейчас я обращаюсь снова с просьбой помолиться за моего супруга Турубанова Сергея. Лежит с пневмонией в больнице, за нашего сына Вову. Болит ушко, диагноз отит. И за семью Першиной Тани. Ее дочь Карина болеет гриппом. И еще хочу обратиться к вам за помощью в связи с тем, что Сергей часто болеет, а Вове необходимо покупать смесь и памперсы, денег не хватает. Я понимаю, что у каждого свои семьи, дети, внуки, правнуки, но мне больше некому обратиться. Большое спасибо всем за понимание. Вера Турубанова от Сергея. Всем привет. Помолимся, братья и сестры, за Сергея, за Вову. Вова здесь сегодня с Верой. За Таню. По финансам, у кого если есть какое-то желание на сердце, то вот Вера в зале, можете после собрания подойти и благословить от себя. Отец Небесный, Господь, приходим к Тебе, Отец Небесный, вместе с Верой в молитве за Сергея. Просим, Господь, укрепи его здоровье, Господь. Сейчас он находится в больнице, Господь, и находится в руках врачей, Господь, и болезни. И мы молимся о том, чтобы Ты исцелил его, Господь, и пришла, Господь, Твоя исцеляющая сила в его организм, в его тело, Господь, потому что он нужен семье, так как он глава семьи. И мы просим, благослови его, Отец Небесный, на скорейшее выздоровление, Господь, восстановление, Господь, организма, тела. Восстанови его духовный, Господи, иммунитет, укрепи его, Господи. И дай ему, Господь, правильные мысли сейчас, Господь, в больнице, Боже, о том, что Ты рядом, Господь, Ты поддерживаешь. Откройся для него, Господь, по-новому, Господь, с другой стороны, как Господь исцеляющий, Бог любящий. Благослови Сергея, благослови Вову, Господь, исцели его маленькое ушко, Господь, этот молодой организм. Просим Тебя, Отец Небесный, Господь, прикоснись, Отец Небесный. Молимся также за Карину, которая болеет гриппом. Отец Небесный, исцели, Господь, и помоги, Господь, чтобы не были сильные какие-то последствия, какая-то сильная болезнь, но чтобы приходило облегчение, Господь, и исцеление. Отец Небесный, как молимся также о финансовом, Господь, состоянии семьи. Просим, благослови, Господь, во имя Иисуса Христа. Аминь. Помолитесь, пожалуйста, за Наташу Мизгареву, у ее отца болезнь Паркинсона. Лекарев нет,
Пусть Господь благословит отца, и все необходимые лекарства появятся для них, и мир придет в ее семью. Господь, просим Тебя, благослови Наталью Мизгиреву, Господь, ее отца, который сегодня болеет, Боже. Благослови, Господь, для того, чтобы были лекарства, для того, чтобы с этой болезнью справляться, Господь, научиться, Господь, жить с тем состоянием, с которым, Господь, оно приходит. Отец Небесный, просим о Твоем, Господь, исцелении, о Твоей помощи, Господь, Твоей поддержке, о Твоей мудрости, Господь, для Натальи, для ее отца, Господь, для того, чтобы справляться с этой ситуацией. Аминь. Возлюбленные, благодарю за молитвы в каждом вашем слове «жизнь», в каждом вашем слове «сила» от Господа Анканта. Помолитесь, пожалуйста, за Аню, лежит в больнице, 33 года, цирроз печени. Приняла Иисуса Христа как своего Спасителя, хочет жить. Я как понимаю, это Надежда Анканта пишет. Помолимся за женщину Аню. Это не дочка, это соседка по палате, насколько я понимаю, которая с Надеждой лежала. Помолимся за Аню, которая слышала от Надежды Евангелие, слышала Слово Божье, насколько мы знаем, помолилась, и о том, чтобы не забылось это. Вы знаете, люди иногда принимаем мы что-то и очень быстро отпускаем, чтобы не отпустило. Отец Небесный, Господь, приносим Тебе в молитвах с надеждой Аню, Господь, которая лежит в больнице, у которой серьезное заболевание, проблемы с печенью, Господь. Просим Тебя, Отец Небесный, Господь, для Тебя нет ничего невозможного, Господь, в плане исцеления, Господь, восстановления, Господь, человека, потому что Ты Творец каждого из нас, Господь. И просим, если есть воля Твоя, Господь, пусть придет исцеление в жизнь Ани, Господь, пусть придет восстановление ее печени, Господь. Мы просим Тебя, Отец Небесный, так как знаем, что она молилась, обращалась к Тебе, Господь, с помощью надежды, чтобы ее молитва, Господь, она укреплялась в ее сердце, Господь, и ее вера, Господь, она была направлена к Тебе, Господь, в молитвах. Боже, будь с ней, Господь, сохрани ее, Господь, дай ей жизнь, Господь, потому что Ты сотворил нас для жизни, а не для смерти на этой земле. Мы просим Тебя, Господь. И 33 года – это не тот возраст, Господь, для того, чтобы уходить с этой земли, чтобы жизнь заканчивалась. Мы просим, Господь, о милости Твоей для нее, Господь, об исцелении, Господь, и Твоем Царстве, Господь, в ее сердце, во имя Иисуса Христа. Аминь. Слава Богу. Были ли именинники у нас на этой неделе? Давайте мы, Кристина, ты нам тогда расскажи, пожалуйста, кто эти счастливые люди? Вчера был день рождения у Марии Анканто. Всё. И Данила Попова. Ну, давайте позовите, пожалуйста, мы их помолимся за них. Все, больше ни у кого не было. Я знаю, Татьяну еще не приглашали, Личенкову, да? У нее был день рождения. Она Приглашали, их просто не было. Ну, сейчас здесь Татьяна? И если кого-то забыли, кого-то не вспомнили, не обессудьте. Скажите, вот я, где мой магнит, где моя молитва? Как вы понимаете, да? Шоколадка одна для того, чтобы вы научились делиться. Ну, выберите себе магнитик, который повесите на холодильник. Ну, сколько вам исполнилось лет? 10. По 10 лет детям. Понимаете, жизнь только вот начинается. И как себя чувствуете в 10 лет? Нормально. Хорошо. Что-то почувствовали прям? 10 стукнуло и все, прям повзрослели.
Только если телефон подарили. О, это зря, зря. Сейчас телефон подарили на 10 лет и будут думать, а как его обратно потом забрать. Или ограничить. Но ты не злоупотребляй телефоном, хорошо? Потому что там много хорошего, много плохого. Телефон для того, чтобы звонить. Кнопочный подарили, надеюсь. Сенсорный. Дарите на 10 лет кнопочные телефоны. О чем хотите, чтобы мы помолились? Какая у тебя нужда или проблема? Или за что ты хочешь помолиться? Чтоб папа не ругался с мамой. Понятно. Ну, о чем думаешь, то, что в голову пришло, то и скажи. Чтобы школу хорошо закончили. Да. Помолимся. Данил просит о том, чтобы мы помолились за родителей, за мир в семье, а Маша за хорошее окончание учебной четверти. Отец Небесный, Господь, спасибо Тебе за Даниила, за Марию, Господь, за то, что можем молиться, благословлять их, то, что им 10 лет, и они находятся в церкви, в доме Твоем, Господь. Спасибо Тебе за то, что есть эта возможность слышать Слово Твое с детства, Господь, потому что это важная часть, Господь. Иногда в детстве люди не слышат хороших вещей, правильных, Господь, и жизнь потом не складывается. Но мы молимся о том, чтобы, Господь, жизнь этих детей, Господь, за которых мы сегодня молимся, которых благословляем, она сложилась и получилась, Господь, по Твоему замыслу. Благослови Даниила, Господь, в его 10 лет, благослови его семью, Господь, и молимся о том, чтобы между Алексеем и Татьяной было понимание, мир, Господь, о том, чтобы они не ругались, Господь, но были в любви, в семье, Господь, дружили, воспитывали Даниила, Господь, детей направляли, напутствовали, Господь, благослови их. Просим также, Господь, за Марию, благослови ее, Господь, дай мудрости, знания, о том, чтобы хорошо закончить четверть, Господь, получить хорошие оценки, хорошие знания. Благослови, Господь, их, отдаем их в Твои руки во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Поэтому будьте благословенны. С миром Божьим. Присаживайтесь, пожалуйста. И сегодня словом будет делиться брат Юра, поэтому приглашаем тебя. Ну, Иван, давай, у тебя 1 минута. Брат Юра, подожди, пожалуйста. Тут не записанты. Мир вам, драгоценные. Доброе утро. Я хочу поблагодарить вас за вашу верность Ему и поблагодарить за ваши молитвы. Спасибо вам, что в это время, в этот месяц с лишним были действительно с нашей семьей. Вот. Господь да благословит вас. Слава Богу, дорогие братья и сестры. Слышите меня? Хорошо, да? Очень прекрасно. Я рад приветствовать всех тех, которые смотрят нас сейчас в прямом эфире, в онлайне. Вот такие тоже есть у нас, братья и сестры. И те, которые будут смотреть в записи, тоже я их всех приветствую любовью Господа нашего Иисуса Христа. У нас приближается величайшее событие. И мы на пороге этих мероприятий, которые встречает и ждет весь мир. Рождество Иисуса Христа. Естественно, и тема моя будет по этой теме. Мы будем говорить о значении, о рождении Христа. Я прекрасно понимаю, что много уже об этом было сказано. Мы тут десятилетиями слышим
И многие уже, конечно, моменты, они как бы становятся уже, знаете, естественными. Мы к ним привыкаем, они нам известны, они нам знакомы. Но я бы молил Бога и просил, чтобы вот этом естественном событий, течении, да, Бог говорил к вашим сердцам. Как говорил к моему сердцу, я просил бы, чтобы Дух Святой говорил и к вашему сердцу. Потому что в этом есть необычайное. Когда Бог говорит к людям. Вы знаете, что для меня удивительно было в этом, когда читаешь события, ангел является Захарий, который священник, который пришел в храм и стоит, кадит Богу, является ему ангел и говорит ему, что вот то-то и то-то будет в твоей семье, что твоя жена родит тебе сына, и назовешь вот так и так. А он говорит ангелу, как это будет? Служитель Божий не верит в чудеса Божьи. Вы понимаете, суть-то в чем этого вопроса? Он тот, который всю жизнь служит Богу, а в сверхъестественную возможность Бога не верит. За что и был наказан, помните, да? Не мог говорить до времени, когда родится и сын Иоанн. Вот такие же чудеса происходят и с нами. Казалось бы, мы верующие, но еще не способны верить в то, что делает Бог. Мы еще не способны воспринимать ту силу, которую Бог действует Духом Святым. И поэтому мы обложены немощью, и подчас и бываем и страдаем. Поэтому в Рождестве Христа для нас, да не то что для нас, а для всего мира, Бог дал необычайные возможности, необычайные способности, необычайные действия. Вот мы были на конференции с Лерой, ездили в Глазов в октябре месяце, там брат Дмитрий рассказывал о моменте, который есть в психологии, о силе воздействия и сфере влияний. И вот он интересно говорил о сфере влияний, как мы можем влиять, и через что мы можем влиять, и как мы можем влиять на ту или иную ситуацию или обстановку. Вы знаете, оказывается, мы недооценим то, что дает Бог нам. Что дает Бог нам. У нас величайшая сила с вами воздействовать и влиять на окружающих нас людей. Но вы знаете, в чем особенность этой силы? Она не происходит моментально. Изредка бывает. Подчас это внутренний процесс, который подчас для нас невидимый, но он происходит в людях, окружающих нас. Если ты хочешь быть совершенным, я пришел к пониманию, не надо выбирать среду, в которой ты хочешь быть сильным или проявить в себя силу. Совершенство проявляется в той среде, в которой ты находишься. И если ты в этой среде не сможешь проявить свои лучшие качества, значит ты несовершенен. Не случайно нам Бог в жизни дает тех или иных людей. Не случайно мы с вами здесь находимся друг с другом. Понятно, у нас всех разные взгляды, у нас у всех разные понимания. Как уже здесь было сказано, у нас разное социальное происхождение, воспитание и многие другие внешние факторы. Но не случайно Бог их берет, все эти наши возможности, и делает что? Соединяет. И вот в этом, как бы сказать, стечении жизни происходит и что? Происходит уникальное влияние друг на друга. И вот самое сильное, прекрасное, как Дух Святой влияет на людей. И вот как раз Иисус Христос, это есть та сила, которая без всякой революции, без всяких угроз, без всяких, как бы сказать, авторитарного режима или каких-то репрессий, да, покорила все сердца мира, миллиарды людей. Чем Он покорил? Чем покорил Он? Собой. Он покорил сердца людей тем, кто Он есть. Он покорил собою, дав личный пример. Дорогие мои братья и сестры, сила наше влияние – это мы сами. Наша жизнь, наши поступки, наши слова. Что мне хочется вначале? Это как бы был эпилог вступления. Начнем давайте кратенько о том, о чем говорилось в Ветхом Завете. И я хочу, чтобы открыли место Священного Писания, пророк Михей, 5 глава, 2 стих.
Пророк Михея, 5 глава, 2 стих. И здесь мы читаем: «И ты, Вифлеем, Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами? Из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкой в Израиле, и которого происхождение из начала от дней вечных». И мы видим, Михей это примерно пророчествовал за 700 лет до рождения Иисуса Христа. Вот представьте, какой большой период, да? А уже вот на таком периоде уже было известно, что произойдет, какое событие в Израиле. Следующее место, которое я хотел вам прочитать, это Исайя, 11 глава, с 1 по 10 стих. Исайя, 11 глава. «И произойдет отрасль от корня Иисеева, и почиет на нем Дух Господень, Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия. И будет в тот день к корню Иисееву, который станет как знамя для народов, обратятся язычники». Кто такой Иисей? Вы помните, кто такой Иисей? Почему к корню Иисееву потянутся народы? Кто помнит, кто такой Иисей? Это отец Давида. Это отец Давида. Следующее место, которое бы хотелось почитать, это считается, главным местом. Это Исайя 35 глава, с 4 по 6 стих. Исайя с 4 по 6 стих. «Бог ваш придет и спасет вас, тогда откроются глаза слепых, и уши глухих отверзнутся. Тогда хромой вскочит, как олень, и язык немого будет петь». И еще одно место мы прочитаем и будем с вами рассуждать. Исайя 7:14. Это самое главное место, которое подчеркивает, где и кто будет являться, венцом всех событий. И здесь мы читаем, написано так. Исайя 7:14. «Сам Господь даст вам знамение. Се дева в чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил». Итак, братья и сестры, мы видим, что за много, как я уже повторяюсь, веков, не дней, не лет, а веков, было предсказано Господом, Духом Святым, что произойдут в Израиле события. И многие верующие люди, мы знаем, что Израиль это богобоязненный народ, это народ, который верил в Бога, это предизбранным Богом народ. И, естественно, там люди, они с детства выросли в этой сфере богобоязненности, в сфере страха Божьего. Вот. И поэтому для многих людей чаяния, ожидания были очень высоки. Вообще человек создан и устроен так, чтобы что-то ждать. Вот обратите внимание, мы тоже в своей жизни чего-то ждем. И ждем в повседневных обстоятельствах, да? Больших бывает, глобальных тоже ждем события. Ждем подчас событий, вершающих какую-то, может быть, в масштабах страны, в масштабах мира, в масштабах Вселенной. Но вообще человек устроен так, жить надеждой, жить в ожидании каких-то событий. Иудеи такие же, как и мы, ничем не отличающиеся от нас. Да и вообще я вам хочу сказать, суть всех людей и наторов, натура одна. Натура у всех одна. И вот эти некоторые национальные особенности, которые я потом хочу сказать, они не являются и не несут глобального. Человек устроен одинаково. Все народы устроены одинаково. И что мы здесь видим? И мы видим ожидание людей чего? Что придет некто в народ к ним, да, и он поднимет авторитет нации, поднимет силу нации. И это будет нация узнаваемая, авторитетная и важная. Они помнили правление Давида, они слышали о царстве Соломона, о той славе, которая была в Израиле. И они хотели же таких же времен, они хотели же такой же славы Израиля.
Но все то это было в прошлом. А в настоящем сегодня этого нет. Хотя мы видим из истории, что не так и плохо жил израильский народ. Но в то же время, как и сегодня, я и говорю, антураж разный, но суть человечества одинакова. Также была несправедливость, также процветал обман, ложь, господство, угнетение, подавление. Все так же. Бедный господствовал над бедным, да? Власть имущие господствовали над простыми людьми. Все это как и сегодня, ничего не поменялось, только поменялись названия. А суть человека осталась прежней. И что люди? И они ждали. И вот приходит то время. Когда происходят некоторые события. Давайте мы на них взглянем и прочитаем с вами в Евангелии от Луки. Евангелие от Луки, это 2 глава у нас, 11 стих. Почему мы будем брать Евангелие от Луки за основу? Потому что там прежде, чем вот мы читаем Евангелие от Луки, там автор, он говорит, что он сделал. Он провел большую, колоссальную работу, исследуя, да, вникая во все эти события, которые происходили. И он, ничего не упуская, доносит до всех людей. И он пишет своему там другу. Вот. И поэтому я пользуюсь его трудом, потому что человек исследовал, человек углубился, а мы с вами прочитаем, что он пишет. Евангелие от Луки, 2 глава. Все эти события вы прекрасно знаете, братья и сестры. Все прекрасно вы знаете, для вас много ничего нет, но мы с вами прочитаем о них. Лука очень подробно пишет об этом. В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Кто такой Август? Вы знаете, да? Это римский император. Эта перепись была в правлении Квиринии Сирию. Первая написано. И пошли все записываться, каждый в свой город. Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова. Записаться с Марией, обрученную ему женой, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить ей. Давайте остановимся. Что здесь очень интересно? Что здесь очень важно? Обращаю внимание, где пророк предсказывал за 700 лет Михей и Исаия, где должен родиться Христос? Где? В Вифлееме. Правильно? В Вифлееме. Где жил Иосиф с Марией, девушкой? В каком городе? В Назарете. От Назарета до Вифлеема сколько знает, какое расстояние? Многовато. Ну, так, приблизительно где-то 110 километров. Примерно 110 километров. Вот. Обратите внимание, что такое 110 километров для современного сообщения? Это час езды на машине. Ну, грубо, час-полтора. В то время не было таких средств передвижения. В то время и осел уже считался роскошью. Не о машине современной говоря. В основном передвижения все были пешком. Все передвижения 110 километров пройти пешком с Назарета до Вифлеема. Вифлеем, это знаете, где находится? Это недалеко, это близ Иерусалима. Это совсем несколько километров, 2, говорят, 3 километра от Иерусалима. Находится такое поселение. Это близ Иерусалима. И суть этого, вот этот период должны, то есть расстояние они должны были пройти. Климат там очень теплый. И пройти по жаре 110 километров, это не один день надо. И обращаю ваше внимание, девушка-то что наша? Беременна. И на каком сроке? На последнем сроке. И представляете, интересное событие, да? Она живет, мы потом еще поговорим то, что ей предшествовало, да? То, что вот. И вот приходит интересно, вдруг откуда ни возьмись, исходит указ. Вот, казалось бы, случайность, да? Римский император, да, издает указ. Что сделать?
произвести перепись населения. А по иудейским законам, да, должен каждый записываться где? Не по месту проживания, не по месту пребывания, а по месту происхождения. Кто из какого рода, тот должен пройти в то место и там пройти перепись. И представляете, а они из рода Давидова, да? А род Давидов это в Вифлееме, и вот им нужно было как раз пройти это расстояние, чтобы там произвести перепись. Вот казалось бы, в таких естественных ситуациях, да, по случайности, там случайность беременна, да, там случайность перепись, там случайность, а получается историческое событие. Историческое событие. И мы видим, что в сфере этих, если складывать все эти, как бы сказать, моменты, происходит то, о чем говорили пророки. Понимаете? Все складывается воедино. И нету ничего и никакого разногласия. О чем говорили пророки, то и происходит. Рождается младенец где? В Вифлееме, от девушки Марии, да? Вот. И мы видим, что и рождается где? В обыкновенных, простых, скромных, даже сказал бы не только скромных, а даже не для человека в удобных условиях, потому что место, где для людей гостиниц не оказалось. И им осталось одно место в хлеву, среди животных, на краю. Об духовном смысле мы поговорим попозже. Мы сейчас говорим о вот таких, как бы сказать, исторических и географических событиях. Вы понимаете, о чем я говорю, да? Как все интересно происходит у Бога. Казалось бы, разные обстоятельства, но Бог соединяет, и происходит удивительное. Следующее, что мы видим. Происходит что интересные события? А кто время правил Израилем? Кто помнит? Ирод. И Ирод непростой, а Ирод великий правил, когда родился Иисус. И помните, что происходили какие события? Волхвы. Даже их имена я вам сейчас прочитаю. Мельхиор, Бальтазар и Гаспар. Это персидские волхвы, которые наблюдали за небом и увидели загоревшуюся на востоке звезду. И они сопоставили и обратили внимание, что это то время, которое совпадает с рождением и явлением в мир человека. И не простого человека, а необычного царя, который придет и будет являться спасителем. Вот эти волхвы взяли с собой что? Кто помнит? Золото. А что такое золото? Кто мне подскажет? Золото – это знак царской власти. Потом ладан взяли, это знак что? Это знак священства. И взяли что? Смирну. Это что знак чего? Это было благовоние, которым умощали тело усопших. Это символ того, что Иисус Христос умрет как человек, но воскреснет как Бог. Вот обратите внимание, не случайно эти дары, да? То есть все это символически характеризует и подчеркивает особенность родившегося ребенка, что он будет иметь царскую власть, что он будет священником, и он будет кто? Возьмет грехи, и он будет спасителем. И вот эти волхвы приходят куда? Приходят к Ироду и говорят: мы увидели на небу звезду, необычайную и яркую, и она символизирует о том-то и о том-то. Представьте, Ирод слышит такую весть. А царь Ирод отличался, я специально читал исторические очерки о нем, он отличался особенностью, он был очень мнителен. Он очень боялся потерять авторитет и власть свою царскую. И это его очень сильно насторожило. Он испугался, что на смену его придет царь. Вот так по-человечески рассуждать. Еще ребенок только родится, а ты уже боишься своей власти. Ему еще сначала появиться, да, надо, то есть родиться, а он уже переживает о своей власти. И мы видим, что, вы историю помните, да? Что он хитро выведал у волхвов, где, в каком месте, в какое время должно родиться, узнал все. И в предыстории мы видим, что происходит. Когда волхвы получили откровение от Бога не возвращаться путем,
и он понял, что он в храме осмеян, он издал указ. От детей от 2 лет и ниже в Вифлееме уничтожить. Это подумать вот сегодняшним нашим взглядом, когда мы привыкли к понятию демократии, к свободе, к равенству, да, и ко многим таким понятиям, а в то время мы видим, издают указы, и что происходит? О чем пишет? Плачет Рахиль. Рев, рыдают все люди, всех младенцев уничтожили. Историки некоторые пишут, что в это время было уничтожено около 2000 младенцев. 2000 младенцев. Представьте, одно только подозрение и боязнь за свою власть. Но этот человек даже не мог понять, что Иисус Христос-то не будет тем царем, который претендует на земную власть. Это говорится, но ему и не вдомек об этом. Человек был далек от этого. И что я хочу вам сказать, дорогие мои братья и сестры. Все эти события подчеркивают особенность, что от самого начала рождения Иисуса Христа дьявол уже начал борьбу. Уже начал борьбу против Иисуса, против Господа. Мы подчас тоже не думаем, что дьявол сразу ведет против нас борьбу. И эта борьба изощренна. Но как в то время ангел Господень явился Марии и Иосифу и сказал, чтобы они убежали и жили до времени в Египте, так и о нас Дух Святой заботится. И беспокоится, и говорит, как нам поступать, где нам быть, что делать. Мы подчас это не задумываемся, но в естественных событиях бывает иногда нежный голос говорит нам. Мы просто должны быть чувствительны, внимательны к тому, что говорит Дух Святой. У книги Екклесиастов есть один интересный момент, который я хотел подчеркнуть. Екклесиаст пишет, лучше бедный юноша, чем богатый царь, но неразумный, не умеющий принимать советы. Что такое мудрость? Мудрость – это та категория людей, которые, одна из категорий, подчеркну, одна из категорий, которая умеет принимать советы. Человек, который не способен принимать советы, это человек еще очень, как бы сказать, замкнут на себе, на своей личности, на своих амбициях, на себе самом. Он не готов еще воспринимать окружающую среду других взгляды, другие убеждения. Это говорит о некоторой, как бы сказать, ограниченности и способности. Советы. Следующее, что я хотел бы сказать. Почему я в этом хочу сказать? Тот бы же самый Ирод бы спросил бы у тех, которых он собрал всех, да? Он собрал всех первосвященников, и которым говорили, он бы спросил, а чем этот царь особенно-то будет? И тогда бы не переживал бы за свое царство. Да нет. И бы, может быть, не произошло. Но мы видим, что в истории этого не случилось. Давайте мы теперь подумаем, а в чем духовный смысл Рождества? В чем духовный смысл Рождества? И давайте мы с вами будем читать то же самое Евангелие, 2 главу и дальше, с 8 стиха и ниже. Евангелие от Луки, 2 глава, с 8 и ниже стихи. И читаем. «В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел, не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Ибо ныне родился вам в городе Давидом Спаситель, который есть Христос Господь». Давайте остановимся. Первое. Ангелы что сказали? Великая радость. Дорогие мои, мы много не осознаем, и подчас и мы с вами, верующие люди, не осознаем, насколько это величайшее событие, которые произошли на земле. Просто наш человеческий разум еще не готов и не способен подчас вместить всю эту глубину исторического события. Рождение Иисуса Христа. Я вот размышлял и думал, а какая же суть духовная? А представьте, сам Бог явился в тот мир, который сам и создал. Бог создал этот мир. Он создал человека. И он, обратите внимание, явился в непридуманный мир, не иллюзорный мир, а в тот мир, который сам и создал.
И к тем людям, которых сам и сотворил, тем и явился. И представляете, и он явился в каком образе? Не в образе, как бы сказать, почитателя, величайшего царя, к которому преклонились все бы люди и восхваляли, да, и ублажали бы его. А нет, он явился неприметным образом, простым, и подчас даже в образе очень даже скромном. И таким образом, в этой скромности, и он показал всю свою силу и могущество. О чем это говорит, дорогие мои братья и сестры? Вы знаете, вот раньше я слышал такое понимание, что верить в Бога – это утопическое мировоззрение. Это людей удел слабых, неспособных ни к чему, бессильных, бесхарактерных и прочие, такие, как бы сказать, очень отрицательными состояния. Сегодня я наоборот смотрю. Сегодня я смотрю на это совсем по-другому. Вы знаете, Писание говорит, что наставь юношу при начале пути. Почему очень важно, дорогие братья и сестры, верить в Бога не в конце дней своей жизни, а в начале? Потому что многие говорят, да придет время, состарюсь, и я уверую в Бога. То есть вот сейчас я живу вот так, как мне хочется, а в старости я успею и поверю, и приведу свою жизнь в порядок. Это глубокое заблуждение. Вера в Бога – это мировоззренческое понятие. Это не понятие такое, как бы сказать, некоторое, как бы сказать, социальное, а это идеологическое понятие. Вы понимаете? Это то убеждение, в котором, если ты в нем вырос, ты в нем и будешь находиться. А если ты вырос в том убеждении, как сказал безумец в сердце своем, нет Бога, и мы видели государство, в котором, и жили мы в этом государстве, которое говорило, что нет Бога. И результаты этого государства мы знаем. Разрушилось, и нет его. Хотя многие по нем плачут сегодня. Вот. О чем я говорю? Что вера в Бога – это мировоззренческое, это взгляд и убеждение, и понятие, на котором формирует человек свою жизнь, свой быт, всю свою среду вокруг себя. И если в результате этого мирозрения лежит Бог и понятие Бога, то Бог формирует и условия его жизни. А если нету Бога в этой человека и среде его, то человек пытается создать условия быта и лично сам на своих понятиях. И мы видим, как подчас сегодня в мире безбожия, какие происходят события. Я недавно услышал от журналиста, от одного, который живет в Америке. Наш российский журналист живет в Америке, и он рассказывает о событиях, которые происходят, извините, мы касаемся некоторых политических событий, какие события в Америке. В Америке сегодня, вы уже слышали, что во многих странах уже легализовали однополые браки. Но мало этого. Они не только хотят легализовать однополые, они даже хотят, чтобы люди нетрадиционной сексуальной ориентации, они еще занимали священнические должности где? В церкви. Чтобы их рукополагали, чтобы они были епископами, служителями. Вы понимаете суть? Если раньше дьявол атаковал церковь снаружи, воздействовал церковь снаружи, ее пытался победить, а теперь дьяволу мало. Он теперь хочет войти внутрь церкви и изнутри церковь убивать. Представьте, люди с такими взглядами и убеждениями служат служителями. Чему они научат? Разве не научат верить в Бога? Разве не научат праведной жизни? Разве не укажут, где праведный путь? Праведный. Если они сами в беззаконии. Мы видим, насколько мир сегодня отворачивается от Бога. Что происходит с процветающей Европой? Вы знаете? Другой журналист, наш, отечественный, российский, живет в Германии, и он рассказывает, что происходит в Европе. На сегодняшний день 220 тысяч человек уехало добровольно из благополучной Европы в разные страны. Кто в Латинскую Америку, кто куда. У нас под Анапой живет целый город немцев. Извиняюсь, не город, поселок. Поселок. И это не беженцы, как бы сказать, русские, знаете, иммигранты, немцы, да, русские. Нет, это чисто немцы по своему социальному происхождению.
Они, видя, что происходит в Европе, какое отвержение традиционных взглядов и убеждений, они понимают заранее, что происходит с этим народом, что с этим происходит со страной, и они уезжают. И они ищут другие страны, где их взгляды приемлемы. И мы видим, что происходит. Я раньше думал, что немецкая нация – это какая-то супернация, идеалистическая нация. И она самая такая уникальная. На фоне этого нам казалось так. Но пришли время, когда показалось, что ничем уникального в нации в этой нету. Вся их неблагополучие строилось на чем? На дешевых энергоресурсах, которые поставляла Россия. А знаете, кого Бог хочет наказать, то Он что делает? Он лишает разума. И что сделали эти люди, европейцы? Они сами себя наказали. Они приняли все законы, которые против России, которые больно стрельнули по кому? Прежде всего по ним самим. Мы даже не принимаем всех тех последствий, которые сегодня ждут. Но люди, извините, кратенько, не политическая информация, я просто вам хочу понять, для чего суть Рождества, чтобы вы поняли на контрасте темного и светлого. Потому что Писание говорит, свет пришел в мир. Как важна сила света. Благополучие и всех этих европейских, всех этих наций строилось на чем? На вере в Бога. Как только они отвернулись от Бога, как только они отвернулись от традиционных ценностей, мы видим, что произошло. Рушится все их благополучие. И национальные особенности здесь ни при чем. Все мы одинаковые. Есть некоторые моменты, но они не являются характерными и, как сказать, основополагающими. Есть некоторые отличия, но они не суть. А самое главное – отношения с Богом. И Писание говорит, что свет пришел в мир. Но люди, что написано, больше возлюбили тьму. Христианство – это свет. А свет что делает? А свет и во тьме светит. И что делает? И тьму озаряет. Суть радостной вести в чем заключается глобально? Сам Бог пришел и показал, в чем его ценность и в чем его сила. А сила его в чем? Оказалась в немощи. Для нас, человеков, это оказалось немощь. Иуда Искариот тоже самое, ожидавший сильного лидера, но со временем, посмотрев на Христа и побыв с ним, разочаровался, потому что он в этой личности не увидел того сильного лидера. И он разочаровался и продал его. Почему? Потому что те чаяния и надежды, которые многие евреи слагали со Христом, они думали, что он восстановит иудейское царство. Силу национальности их поднимет, что они будут жить успевающие и преуспевающие, будет разумный царь, и не будет, как бы сказать, припираться народ. А оказалось, нет. Христос не пришел, чтобы восстановить политическую власть. Он не притязал на социальную какое-то явление. Он просто показывал, что самое главное для него кто? Человек. Самое главное для него – это его творение. Написано, пришел своим. Он пришел тем, которых сам и создал. Вот его главная суть. И суть его послания заключалась в том, чтобы освободить людьми от тьмы. От тьмы чего? От тьмы невежества, от тьмы неверия, от тьмы влияния сил зла. И вот вера во Христа – это как раз есть тот свет, который будет освещать нашу сердечную тьму и тьму всякого человека. Потому что вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Если вначале мы видим, Моисею было дано какое слово? Кто мне скажет? Какое было дано в начале Моисею слово? Писанное на скрижалях. То Христос какое принес слово? Какое Христос принес слово? Он принес устное слово, то, которое передавал сам, то, которое нес сам. И оно исходило от него самого. Две большие разницы. Читать книгу, законы и наставления, и другое дело слушать от законодателя эти основы. Большая разница. Большая разница. Уважение и авторитет. И те, кто увидели в нем Бога, они сказали, а куда нам идти, когда все стали разбегаться и немножко посмотрели на Христа, побыли, походили, да, интересно, исцеляет, да, чудеса творит, да, все хорошо. Но слушай, ну это-то понятно, мы видим, что с тобой Бог, ну давай, пора уже навести порядок в стране.
Давай-ка наводить порядок в стране, ты видишь, что происходит. Какое несправедливости столько в мире. Они ждали от него от этого. А он как будто и не слышит про это. А он как будто и не замечает. А многие пришли и разочаровались. И стали уходить. А Христос говорит, не хотите ли выйти? Я вас держать не буду. Если вам не интересен я, вы можете идти. Петр говорит, нет, Господи, ты имеешь глаголы. Ты. Вот суть христианства. Если ты не родишься свыше, ты никогда не оценишь и не поймешь, что такое Иисус Христос. Для этого надо родиться свыше. Никодим, уважаемый был человек, известный, но и тот задавал вопрос, как это, Господи, может быть? Когда ему Христос говорит, ты учитель и не знаешь этого? Если ты тот, который учишь людей и сам этого не знаешь, как я тебе могу это объяснить? Для этого рождиться надо от Духа. Дух дышит, где хочет. Дорогие мои братья и сестры, подводя небольшой итог, может быть, я еще не все сказал, так что я еще хотел сказать. Первое, да, явился Спаситель. Второе, что пришло? Торжество света над тьмою. И третье, Бог не только для израильского народа делает это явление, возможность быть спасенным и веровать в Бога, но Он делает это действие для всего мира и распространяется на язычников, на нас с вами. Бог открыл доступ к этой благодати всему миру, всем людям. Представьте, какие бы мы сейчас смотрели бы на весь Израиль и облизывались бы языками. Какой народ счастливый, а мы грешники. Вот к Израилю пришел Бог, а мы вот недостойны. Представляете, какое было бы ущемленное чувство у всего мира. А нет, а Бог сделал это все доступно. Вот это торжество, в этом и есть величие, радость. В этом и есть празднество, это и есть событие, что Бог пришел для всего мира, ко всем людям, ко всем нациям, ко всем народам, ко всем языкам. Что же еще в этом есть уникального? Что в этом есть, какая сила для нас? В чем заключается величайшая сила? Что Бог это дал иметь не авторитарно, не под диктатом, никаким законом, никаким приказом и указом. Вы знаете, что многие исследователи, вот сейчас ЛГБТ-сообщество, знаете, они говорят о чем уникальность этого явления? Что это движение, оно не мирное, оно очень воинственное, оно очень авторитарное, оно не терпящего другого мнения. И если ты не согласен с этим мнением, оно тебя свергнет просто, оно сдвигает с пути. Сейчас даже, знаете, ЛГБТ-сообщество хотят и произвести куда? Среду олимпиад, олимпийскую среду. В каждой команде олимпийской должен быть ЛГБТ-спортсмен. А если ты не имеешь, то команда может не быть допущена до олимпийских соревнований. Понимаете? Абсурдность. То есть вся жизнь, вся среда закончена только на этом. Как будто вот люди только этого и хотят. И знаете, что еще удивительно? Статистика. Вот этот журналист, который живет в Америке, он говорит, он общался со многими людьми, и статистика очень неутешительная. Многие, которые поменяли пол, мужчины или женщины, да, сменили свой пол, знаете, конец их какой? В основном. В большинстве, не всех. Самоубийство. Люди, поменявшие свою ориентацию, они приходят к пустоте. Они приходят к сознанию тому, что они не те, кто должны быть. И вот это, как бы сказать, состояние утраченности, того, кем они должны быть, да, они приходят к тому, что они кончают жизнь самоубийством. Очень большой процент самоубийств, очень высокий процент. Дьявол приходит как враг душ человеческих. Он прежде всего похищает что? Что ты сотворен Богом, что ты дитя Божие, что ты есть храм Бога живого. И когда он разрушает это убеждение, эту твою понятие, идеологию, потом за этим разрушением понятия приходит что? И физический конец. Бойтесь Бога и заповеди Его чтите. Помните, написано, да? Вот то уже мы с вами, дорогие братья и сестры, должны понимать, что все это явление неспроста. Если в те времена люди жили в ожидании Христа, а мы живем в ожидании кого? Другого события, другого периода. И мы видим, чем ближе это событие, тем темнее ночь.
Но это не должно нас пугать. Почему? Потому что мы не во тьме. В нас есть свет. Христос в нас. Христос с нами. И Иисус Господь с нами. И это есть наша сила к тому, что мы сможем быть Богу тверды, верны и богопотребны. В заключение, братья и сестры, я хочу вас поздравить всех с тем событием, которое произошло на земле, потому что это праздники наши с вами. Это самый единственный, величайший праздник нашей жизни. Почему? Потому что мы пережили силу этого рождения. Христа не только на земле, но мы духовно пережили это событие. Мы сами поняли на себе, что быть таким новым творением. Я опять встречался, никак не могу завершить, встречался на днях со своими опять одноклассниками. Они опять позвонили и говорят: Юра, не желаешь ли встретиться? Я говорю: желаю. Я в этот раз подготовился уже, я взял Евангелие с собой. Вот, думаю, не просто будем там сидеть, слушать их там, и один мне, знаете, что сказал? Юра, говорит, у меня уже три, говорит, их, разных изданий, разных толкований. Я говорю: так ты читай. Да ну, говорит, это. А второй взял, говорит: почитай, Юра, почитай, говорит, что там интересно, говорит, почитаю. И я к чему это все, дорогие братья и сестры, говорю? Что без Бога, вы знаете, я просто удивляюсь, чем люди живут, какие у них ценности, о чем говорят. Мат на перемате, какая-то одна сквернота, какое-то одно недовольство, какое-то одно богохульство. И думаешь, ну люди-то, можно о чем хоть о нормальном-то поговорить, о чем-то таком порядочном. Нет. И я понял, насколько разница между христианами и нехристианами. Это величайшая разница. Я только сейчас понимаем, какое благословение мы имеем с вами, что Христос в нас. От какого кошмара и ада Бог нас освободил. От этой такой скверноты. И думаешь, а раньше они были совсем другие ребята. Нормальные, такие же доброжелательные, такие же активные, социально развитые, музыкальные, талантливые, способные. А что без Бога стало? К концу их дней жизни похабщина, сквернословие, матерщина и любительство греха разного рода. Все. И что вы думаете общего у света с тьмой? Я не мог ничего с ними общего там находить. Ничего. Интересы разные, взгляды разные. Одно только, что меня с ними соединяет, то, что было вместе молодые годы и способность рассказать им о Христе. Все. Вот это большое отличие. Я сегодня понимаю, какая разница. Это просто величайшая разница, дорогие братья и сестры. Просто небо и земля. Это благодаря кому? Христу. Вы думаете, мы такие хорошие? Без Бога мы бы такие же были. Точно так же бы вели себя, точно так же бы поступали. Заслуга рождения Иисуса Христа. Молимся. Аминь. Господи, Ты дал нам величайшее в нашей жизни переживание. Как Рождество Иисуса Христа пришло и изменило этот мир, так и нам в своих личных сердцах, в своей личной жизни Ты дал нам пережить, Господи, это чудо Рождества. И это Рождество произошло в наших сердцах, в нашей жизни. Дух Святой нам прикоснулся и нам показал силу, величие и могущество Твое. И мы осознаем, насколько человек беден, насколько человек не способен сам без Тебя жизнь привести свою в том, чтобы жить и довольствоваться. Мы видим, как дьявол сегодня порабощает и угнетает миллионы людей. Но нас Ты избавил, нас Ты освободил. И нас Ты сегодня проводишь среди всего этого мира и сохраняешь, и защищаешь нас. Это награда от Тебя за то, что мы поверили Твоему Слову, за то, что мы поверили в Тебя, за то, что мы сегодня служим и идем Твоим путем. Ибо Твое Слово истина, и всякого написано принятие достойно. Мы благодарны Тебе, Отец, что таким образом Ты показал, в чем смысл человека, для чего мы живем. Что мы должны в этой жизни делать? И как в свое время сказал Экклесиаст, самое главное, бойся Бога и заповеди Его исполняй. И это основа из основ для всех нас, живущих на земле. И мы это принимаем и благодарим Тебя, что Иисус Христос родился в наших сердцах, живет в наших сердцах и царствует силою Духа Святого. Аминь. Брат Саша, пожалуйста.
Спасибо, брат Юра. В очередной раз будем переживать Рождество в этом году. И как вы уже, может быть, слышали, Даниил Васильевич в предыдущие воскресенья говорил о том, что все воскресные собрания в декабре и, скорее всего, первое воскресенье Нового года будет посвящено теме Рождества. Поэтому это событие фундаментальное, важное для каждого из нас. Давайте молиться о том, чтобы Рождество Христа, оно снова происходило в наших сердцах, Рождество света, любви, прощения. И будем вместе об этом размышлять и молиться, и символично ожидать о том, что Господь снова по-новому родится в нашей жизни, откроется для каждого из нас. Будьте благословенны, благословите друг друга, поэтому будьте верны Господу с миром Божьим. И если вера здесь, да, то можете поучаствовать в их жизни. Будьте благословенны. С Богом.